Мы все время говорим про какие-то по 500. Синдром вечного аутсайдера. Тут на эту хромую кобылу российской экономики сели верхом. Все вот это говно будет продано Беларуси. Желание срезать с нас жирок. В Молдове пугают Белоруссию, и сейчас про медицину и образование. Вновь их качество станет удручающим. Чего в Польше лечат, у нас будут умирать. Вот мы будем только еще проседать, мы будем становиться все беднее относительно наших соседей. Печально. Европа Европой, но и я сам болгарин. Что мне делать? Мы не вернемся в 90-е. И голода не будет. И голода не будет. Чем плоха бедность? Для нас стратегия — это план на 2-3 месяца. Мы живем тактикой мелких перебежек. Печально. А выбор у нас не богат. Это Беларусь, Россия и Африка. Привязать частный сектор кандалами к государственному сектору. Печально. Белорусы — одни из лидеров по финансовой грамотности в Европе. Потихонечку работать и инвестироваться вот прямо в добробыт. Общество переросло свою власть, а власть не может этого принять и сдерживает потенциал. Ничего я уже здесь не получу. Ничего мне здесь не получится. Такое болото, которое кажется, ну вот-вот кочка, вот-вот твердая почва, сейчас все будет, сейчас все будет. Печально. Вот что такое ловушка бедности вообще? Вы понимаете вообще смысл этого выражения? 2 человека. У одного кредит под 3%. Очень большой. На жилье. У второго под 20%. Небольшой. Но у этого зарплата в 10 раз выше, чем у этого. Ну хорошо, не в 10, но в 5. И родились они в разных странах. Вот этот европеец, а этот тоже европеец, но белорус. У одного возможности, у второго ограничения. У одного развитие, у второго стагнация. И вот вопрос, как вот этому достичь вот этого? Как ему выскочить из ловушки бедности? Ловушка бедности — это то, о чем мы сегодня перетрем с вами и с моим гостем, который в этом разбирается лучше других, с Дмитрием Круком. А пока я приготовлю вам фриттеры из трески и тартар из лосося со свеклой. С этого мы начнем с тартара, потому что треску, фриттеры хочется подать теплыми, а соответственно, тартар холодным. Поэтому давайте мы его подготовим, а потом отправим его в холодильник и займемся треской. Для начала мы берем свеклу, лосось и, как ни странно, грушу. Начнем мы все резать, и режем мы всегда очень аккуратно, и нарезка — это полдела в тартаре. То есть ваши компоненты должны быть порезаны приблизительно одинаковыми кубиками. Многие любят резать где-то 1-сантиметровыми равными кубиками, но мне больше нравится, когда чуть мельче. Например, 8 миллиметров. Но вы уж не берите там линейки и не начинайте мерить линейкой свеклу. Пытайтесь как-то на глаз ориентироваться и делать это регулярно, тогда у вас появится навык и, в принципе, не будет проблем с нарезками. Наверное, нам когда-то придется посвятить целую программу нарезкам и нарезкам овощей, и нарезкам рыбы, потому что это один из очень важных компонентов, и в нем есть очень любопытные лайфхаки. Итак, свекла. Мы ее сразу забрасываем в отдельную емкость. Первое, что следует отметить, когда мы говорим о тартаре, это его свежесть. Факт в том, что тартары — это всегда свежий продукт, то есть он всегда готовится, как правило, если мы говорим про большие мишленовские рестораны, то это готовится всегда при клиенте и замешивается прямо при клиенте. В ресторанах пониже статусом как бы готовится в кухне, но все равно это свежие продукты и это свежая нарезка. Теперь лосось. Есть такой ресторан, называется «Планета Голливуд». Они скупают рецепты у известных людей. И однажды они обратились к Стивену Спилбергу с просьбой продать какой-то из рецептов им, их семейный рецепт.
И Стивен подготовил рецепт и предложил его «Планете Голливуд». «Планета Голливуд» купила его и заплатила Стивену Спилбергу за это $250 тысяч. Только за рецепт. Естественно, не за то, что Стивен Спилберг подавал в ресторане это блюдо. И в итоге это оказался наш винегрет. В полной комплектации. Кожуру мы убираем с груши, потому что она жестковата для тартара. Все режется одним форматом кубиков для тартара. Поскольку груша такой активный фрукт, и поскольку груша на самом деле достаточно сладкая и активная, мы ее порежем чуть мельче, как мне, во всяком случае, так кажется, что это будет более соответствовать вот этим компонентам. Итак, у нас в нашем тартаре сейчас есть груша, есть свекла отварная и есть лосось. Теперь нам следует туда добавить лук-шалот и зеленый лук. Часть зеленого лука мы оставим для того, чтобы потом украсить блюдо сверху, а часть пойдет внутрь. Плюс шалот я бы резал тоже помельче, потому что тоже он хоть и мягче, чем обычный репчатый лук по вкусу, но все равно это такой активный продукт. Вот что такое ловушка бедности вообще? Вы понимаете вообще смысл этого выражения? Когда я слышал его, мне казалось, что я хорошо осознаю это. Но в итоге оказалось, что не до конца я осознавал этот термин, не до конца осознавал всю его значимость, всю его глубину. Поскольку ловушка бедности, как правило, мы думаем о том, что разговор идет только о деньгах. Что человек, у которого нет денег, он попадает в ситуацию, когда он не может выскочить ни на какой другой уровень. Он все время закрывает одни и те же свои основные потребности там, в еде, в одежде, в жилье. Но ловушка бедности – это разговор не только о деньгах. Это разговор об отсутствии ресурсов. А ресурсы – это не только деньги, это и связи, это и возможности, это даже те институции, которых может вот в какой-то стране не быть. Я, когда разговаривал со студентами со своими, они спрашивали, а вот я, например, занимаюсь хореографией. Я сам болгарин. Вот у нас в Болгарии очень сложно с хореографией. Что мне делать? И ты объясняешь ему, что, милый мой, тебе придется сменить место жительства, потому что ты из Болгарии, ты, например, не сможешь, ну это я к примеру говорю, ты не сможешь, например, шагнуть в большую хореографию. Тебе стоит переехать в Великобританию или в Голландию или во Францию, где эти механизмы работают, да, где есть институции, которые тебя поддержат. Теперь для этого тартара нам нужна заправка. Мы берем крем-фреш. Добавляем туда цедру апельсина, которую предварительно натерли. Можно ее не жалеть, это уж зависит от вашего вкуса и от того, как вы любите такие терпкие акценты. И я добавляю еще сюда цедру лимона. Она хорошо дополнит к апельсину, даст еще чуть-чуть более резкий вкус и более активный. Европейская ловушка бедности отличается от белорусской. Я думаю, что меня поправит потом мой гость, но мне кажется, что основная проблема в Европе – это когда человек садится на пособие. И соскочить с пособия очень сложно, потому что для этого нужно начать вроде как получать деньги, а деньги ты получать не можешь, потому что ты лишаешься пособия, и у тебя есть временной цейтнот, который тебе не позволяет выйти из этой ситуации. Теперь мы добавляем сюда сок лимона. Многие из вас не любят, и даже мне об этом писали, что нам не нравится, когда вы говорите фразу «по вкусу».
соль по вкусу, перец по вкусу. Но факт в том, что так оно и бывает. Это и есть. Вот эти, все, если мы говорим о специях, то это как раз разговор чаще всего о том по вкусу. Потому что вы можете... один человек любит острее, другой человек любит кислее. Европой, но у нас своя ловушка, которая, по сути, даже, я бы сказал, она, как вот идем конспирологически, она организована, эта ловушка. Потому что она безумно выгодна той власти, которая есть. То есть у нас речь не идет об, так сказать, об эффективности. У нас идет речь в основном о том, чтобы власть могла сохранять свои позиции. Еще немножко перца, еще немножко соли. Вот мы заправляем теперь наш тартар. Доходы белорусов меньше, чем в любой развитой стране. Я имею в виду страны, которые находятся, скажем так, севернее и западнее от Беларуси. То есть я все-таки оговариваюсь изначально об этом. Но наши доходы меньше, эти доходы практически не растут, хотя иллюзия, что они растут, есть. Потому что все время как-то нам докладывают, что люди получают больше, но они получают больше, при том, что и инфляция больше. Мы разобрались с тартаром, отправили его в холодильник, и теперь приходим к треске. Теперь наша задача подготовить кляр. Кляры бывают разные. У нас в нашем случае он специфический, потому что очень много используется в кляре, например, пиво или шампанское. У нас другая история. Мы берем 125 граммов муки, добавляем туда яйцо, ложку, столовую ложку, я беру 2 чайных, разрыхлителя. И выливаю воду. Стакан. Это наша мучная компонента, то есть то, что мы делаем как бы тесто, да? Но у нас, поскольку мы делаем фритеры, мы делаем не блины и не оладьи, а мы делаем фритеры. Стало быть, у нас сюда пойдет еще овощи и травы. Речь идет о красном перце, о перце чили, чесноке, луке, красном луке и петрушке. Тесто лучше взбить венчиком, чтобы не было вот этих вот густых каких-то фрагментов, чтобы оно получилось однородным. И вот когда мы добьемся однородности, тогда мы сюда будем добавлять наши элементы овощно-травяные. Я пока режу перец чили. Первое, что касается детей. Самое печальное – это невозможность получить образование. Или получить образование, которое не дает тебе возможности реализоваться в других странах. Или просто просто в другой географии. Да? То есть получается, что ты получаешь образование, которое не принимается нигде. И это сразу ограничивает твои возможности. Ты можешь тогда существовать и реализовывать себя только в одной стране, в которой эти дипломы принимаются. А выбор у нас не богат. Это Беларусь, Россия и Африка. Собственно говоря, вот и мы, где мы можем реализовываться с белорусским образованием. К слову сказать, любопытная тенденция, но сейчас не все хотят быть богатыми, потому что, да-да-да, это я вас не обманываю и я не приукрашиваю. Я сталкивался сейчас со многими людьми, которые очень-очень сильно сократили свои запросы после локдауна и пересмотрели свою жизнь. А это их выбор. Они сказали: нет, я хочу больше уделять внимание себе, я хочу больше уделять внимание семье, я хочу реализовываться, я хочу развиваться. И я готов на это тратить силы, средства и так далее. Но я не готов тратить на приобретение материальных ценностей. Понимаю, но
Меня устраивает это, когда это выбор человека, когда это не то, что тебе говорят сверху, что ты должен поехать в Лельчице, и ты будешь там по распределению получать свои $7 в год, а ты делаешь это самостоятельно. Ты, если даже едешь в Лельчице, то потому, что тебе туда хочется поехать. В кляр овощи режем мелко, потому что они должны вот войти в текстуру, в структуру теста и потом остаться на рыбе, чтобы фритеры получились такими многокомпонентными, но с единой структурой. Что нужно в современном мире для того, чтобы быть востребованным? Безусловно, вы должны обладать широким кругозором, потому что если пока вы будете выдумывать свой велосипед, выяснится, что его до тебя уже придумали. А вы можете придумать реально новый велосипед. Простой пример. Мои друзья, которым принадлежит компания Киномо, когда-то они приехали в Англию и стали участвовать в конкурсе. В конкурсе стартапов. Их стартап был, это был белорусский стартап, это ребята из Бреста, они придумали голографическую рекламу. И они выиграли конкурс, который устраивал Ричард Брэнсон. Не кто-нибудь, владелец компании Virgin. Он устроил этот конкурс, они его выиграли, и он им даже дал офис, стоимость которого была, они получили $250 000 на развитие, потому что их идея была инновационна, она была востребована, было понятно, что все рекламные компании захотят с ними работать, но не у всех есть возможность поехать в Англию и накопить денег, чтобы попытаться реализовать там свой талант. И для этого есть своя страна, в которой по логике это должно происходить. Но для многих сейчас эта дверь просто захлопнулась перед носом, потому что вы понимаете почему. Потому что нет возможности выехать, нет возможности преодолеть барьеры бюрократические, у многих нет возможности найти средства на то, чтобы сменить географически точку проживания, поэтому нерадивые власти лишили возможности многих белорусов на реализацию. Печально. Скажу вам фразу, которую вы, наверное, не ожидали услышать. Чем плоха бедность? Хороший вопрос, правда? Знаете, на него потрясающе ответил Чарли Чаплин. Он сказал: в бедности нет ничего хорошего. Она лишь извратила мое представление о реальности. И я понимаю, это человек, который всегда был инновационен. Он всегда предлагал что-то новое в кинематографе. И если бы у него не было возможности сниматься и снимать, то человек просто, наверное, зачах бы или спился, как это со многими происходит, да? Потому что пороки всегда находятся там, где ты не можешь реализоваться. Бедность вредит мозгу. Банальная истина, которая, тем не менее, которую нужно осознавать, потому что бедность не дает возможности развития, она не дает возможности потреблять новое, она не дает возможности видеть и рефлексировать, потому что ты вынужден только думать о том, как закрыть свои еда, одежда. То есть прикрыть тело, накормить тело, положить где-то его спать. Но это недостойно современного человека. И особенно вот эта передача бедности по наследству. Поэтому чеснок. Мы добавляем еще чеснок и лук. Собственно, и на этом все компоненты закончатся для фритеров. Итак, вы в ловушке. Вы работаете на неинтересной работе. У вас идет начальник. Неинтересные люди вокруг. Вы вообще считаете, что вы достойны большего. И на самом деле
Кто-то на работе даже вам сказал, что старик, что ты тут делаешь? Ты достоин большего. И если вы никак не будете вознаграждены, то ваши инициативы будут натыкаться на как такую череду неприятностей, да, потому что, во-первых, то общество, которое выстраивается в диктатурах, оно всегда, это общество строится на пороках, на зависть, на каких-то вещах, которые, в принципе, для цивилизованного общества не очень-то и, как это сказать, не очень привычны, да? Привычка отказа от развития на своем рабочем месте, она приобретается очень быстро, к сожалению, потому что если на работе нет атмосферы творческой и ты не видишь для себя развития, то, безусловно, ты начинаешь то, что у нас называлось сочковать, стагнировать, и на этом приходит как бы печальный конец. Конец ведь, понимаете, он не обязательно связан со смертью, да? Он может быть связан с тем, что человек махнет на себя рукой и скажет: да, ничего я уже здесь не получу, ничего мне здесь не получится. Мы режем рыбу. Пока я включаю фритюр, чтобы масло прогрелось, и долью его сюда. Расходуется масло достаточно много на фритюр, но вы не смущайтесь, вот это фритюрные машины, они всегда очень много востребуют. А дома можно обходиться просто вот слоем, который бы покрывал продукт. И на самом деле масло не такое дорогое, чтобы уж там сильно страдать от этого. Хотя экономить надо, и я вам скажу, что сейчас самая главная тенденция, даже в мишленовских ресторанах, это использование 100% продукта, из которого вы готовите. И в этом, к слову сказать, белорусы большие молодцы. Мы делаем эту массу, которая станет нашими фриттерами, да, то есть потом с помощью такого инструмента мы будем обжаривать это в масле. И мне кажется, что это может быть очень вкусно. Но тут уж я не буду вам говорить, вкусно это или нет. Не забывайте, что мы все пробуем. И понимаем, что не хватает соли. Вы не смущайтесь, что здесь есть чили. И мы добавляем еще черный перец, потому что это все-таки разная природа вкуса. И очень по-разному они раскрывают продукт. Чили дает пикантность, а черный перец дает такое общее раскрытие, такое тотальное раскрытие вкуса. Поэтому соль и перец, собственно говоря, это два таких компонента, которые используются чаще всего в приготовлении продуктов. Все, собственно, мы готовы к тому, чтобы жарить.
сегодня у нас в гостях Дмитрий Круг. Рад встретиться, рад познакомиться. Взаимно. Изысканно. Спасибо. Что такое вообще сбережение? Вот ощущение всегда, что люди бедные, они собирают себе на старость или еще на что-то. Или все-таки это, наоборот, такой прагматичный взгляд человека, хорошо зарабатывающего и умеющего распоряжаться этими скопленными деньгами? Я бы сказал, скорее второе. Сбережение — это почти всегда это то, что присуще богатому человеку. У бедных чаще всего сбережения нету. То есть мы вот по многим странам по данным можем видеть по опросам, что люди с низким уровнем достатка, у них обычно сбережений на 2-3 недели, которые могут покрыть их жизнь. То есть более-менее приличный уровень — это где-то от 3 месяцев вашей жизни, если могут покрыть 3 месяца это уже более... Это уже, да, это где-то, наверное, будет вот такой медианный уровень. Вот так на круг, ты бы сколько сказал, вот, ну, конечно, приблизительно. Сколько людей в мире вообще финансово грамотные? Вот сколько процентов? Что мы назовем финансово грамотным, это очень такое скользкое понятие. Ну, я бы сказал, процентов 30-40, если мы возьмем какую-то очень усредненную мерку. Люди, которые знают, что такое банковский депозит, люди, которые знают, что такое пенсионный счет, что такое фондовый рынок, как инвестировать в акции, в облигации. Если мы говорим про весь мир, безусловно, будет меньше. Если я говорю про более развитую часть мира, то, да, думаю, до 30%. Но если мы возьмем самые богатые страны, ну, там подавляющее большинство, пусть не в подробностях, но будет знать, что это такое. Скажи, как во всем этом, где находятся белорусы? Возможно, вам мой ответ парадоксальным покажется. Я бы сказал, что белорусы одни из лидеров по финансовой грамотности в Европе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Череда девальваций, высоких инфляций, которые у нас были, они научили людей считать деньги, научили быть предусмотрительными. И сегодня, ну, еще одно обстоятельство, которое подталкивает белорусам к тому, чтобы становиться более продвинутыми, то, что у нас инструментов сбережения очень мало. По большому счету, сегодня люди либо хранят в долларах, в евро, в какой-то другой валюте под подушкой, либо вот последние 2 года, еще более чем раньше, популярной стала стратегия инвестировать в недвижимость. Других инструментов почти нет. Ну, драгоценные металлы, сейчас он все менее этот инструмент доступен. Скажи, чего белорусы лишены? Ну, из возможностей. Самый распространенный, наверное, в мире инструмент — фондовый рынок. Причем для этого абсолютно не обязательно иметь свой фондовый рынок. Что делает подавляющее большинство стран, которые, ну вот если мы возьмем европейские, в которых небольшие страны, там ни Германию, ни Швецию, скажем, в которых свой фондовый рынок слабый, они инвестируют в другие страны, в Штаты, в Великобританию, в другие крупные фондовые рынки. Бизнесы. Да, да, и для них этот доступ абсолютно свободен. С Беларусью, как вот с такой... И, соответственно, они в этом начинают быстрее разбираться. Да? Само собой. А с Беларусью, как черной овцой Европы, с гражданами Беларуси большинство брокеров не работает. То есть физически просто вот белорусу с белорусским паспортом сегодня найти инструмент, как инвестировать в американский фондовый рынок, это очень затруднительно. И, наверное, и наказуемо, да? Нет, это не наказуемо, просто брокеры, вот, которые в Штатах, например, они в 99% случаев белорусский паспорт будет отпугивающим фактором. Вот это отсутствие этой возможности. Что еще формирует нашу вот эту ловушку бедности? Невозможность доступа к современным практикам образования, медицина. Вот это, наверное, самое главное. И в целом накопленное такое отставание. Я вот здесь, может, в качестве вводного, мне кажется, важного начну введу художественный образ экономического развития, экономического роста. Вот я его для себя часто сравниваю с такой бесконечной гонкой, без четкого финиша, не гонка не по кругу, а по прямой. И каждая страна как бы конструирует свое транспортное средство. И ты не знаешь, насколько ты бежишь, да? Да, но вот где ты находишься в каждый конкретный момент времени, это твой уровень благосостояния. Каждая страна ответственна за конструирование своего транспортного средства. Кто-то изобретает телегу, кто-то Теслу, кто-то на чем-то средненьком ездит, и вот это то, как страны развиваются. И здесь очень вот еще момент, Николай, говорю, здесь очень важная штука. С чем мы можем сравнивать? Один момент мы можем сравнивать, сколько мы проехали относительно самих себя, скажем, за последний год, вот насколько мы продвинулись. А второе, очень важное сравнение, а как мы относительно лидеров, относительно тех находимся, где мы на длинной дистанции, относительно тех, с кем мы начинали в одно время. Знаешь, мы однажды сидели в компании несколько человек, которые занимались разного вида работами в экономике.
и обсуждали тему, вот что такое, ну, вот американская мечта, понятно, что такое, да, самый раскрученный, наверное, такой, раскрученная модель. И мы определили, что может быть для белорусов, да, таким. И мы, ну, по очереди отметали, что-то добавляли. В итоге получилась такая одна фраза. Это когда белорус едет в отпуск из своего дома, едет в отпуск в Европу на своем автомобиле. Это на самом деле такой как бы формат такого добробыта белорусов. Да? Вот он представляет так, что это, наверное, здорово. То есть у него есть свой дом, у него есть машина, и он доступ в Европу, он может туда поехать и отдохнуть. Да? Еще лучше иметь там какой-то маёнток где-нибудь в Испании. Вот это, наверное, такая мечта. Это вообще возможности есть у белорусов вот выстроить себе такое? Я не говорю там про 10 человек, которые устраивают, а вот вообще как-то может это произойти? Я бы вот первое чуть прокомментирую относительно самой этой мечты. Я бы сказал, что вот эта планка, она была в моем представлении где-то года до 2014-2015. Потом она, к сожалению, понижалась. И вот сегодня планка амбиций, наверное, немножко пониже. Люди стали привыкать к тому, что машина наша тормозит, что она с 2010 года почти перестала ехать, пока остальной мир вот по этой трассе развивался. Что стало сейчас таким маркером будет такого? Вот здесь мы уже, я бы сказал, к такому философскому вопросу переходим. То есть как оценивать успешность экономики? Я вот почему эту аналогию привел. По-нормальному вообще надо оценивать, как мы проезжаем дистанцию по сравнению с другими. И вот, соответственно, чем выше планка амбиций, тем лучше, тем люди будут большего хотеть. А это уже в таком психологическом, политическом контексте. Если удается подвинуть планку амбиций, если вы никуда не едете и говорите, а может так и треба, то вот в этом случае можно поддерживать и данную ситуацию. И что сегодня можно сделать? Вот ту амбицию, которую ты обрисовал, в моем представлении она где-то там до середины десятых была актуальна, реализовать сегодня очень сложно. Расхождение в уровне дохода за последние 10 лет, оно с соседними странами просто радикально. Ну, короткий пример. 2010, 2011, 2012 год наше благосостояние реальное где-то 85% от польского. То есть мы почувствовали себя почти как поляки. Ну вот вопрос на засыпку. Сколько сегодня? Я говорю про благосостояние с учетом уже всех разниц с коммуналкой, это все учтено. Я чувствую, что там меньше 50. Наверное. Вот на грани 50 балансирует, да. Мы идем к бедности или мы куда придем вот в этом возвращении? Я бы это назвал синдром вечного аутсайдера, куда мы идем, особенно в Европе. Еще важный момент, если мы сейчас про следующее десятилетие поговорим, про предыдущее. То есть даже мы внутри страны ощущали, что мы начали вроде развиваться, и это было скорее процессом распределения от частный сектор замещал собой государственный. Мы почувствовали какой-то вкус свободы, вкус жизни, все больше людей вовлекались вот в эти обычные для Европы практики. Но по абсолютным меркам наша экономика как целая, она очень-очень сильно тормозила все последние 15 лет. Еще раз вот то, о чем я говорил, что почему мы так отстали от поляков, от литовцев, от всех соседних стран, потому что хоть экономика переструктурировалась, и это позволило ей не загнить совсем, но в целом, по сравнению с остальными, двигалась она очень-очень медленно. А дальше этот процесс будет только усиливаться. Если посмотреть на проекции до 2030-2035 года, вот исходя из того, что есть сегодня, мы будем только еще проседать, мы будем становиться все беднее относительно наших соседей. То есть вот эти 50% относительно Польши за 10 лет могут превратиться в 40%. Вот эти возможности все, да, которые гаснут. Начинается война, и Путин переориентирует российскую экономику на военный рельс. Да? Начинается производство, и я смотрю, попадают мне документы, вдруг затребованы очень много, например, ударопрочных подшипников, карданные валы усиленные и так далее, и так далее. И белорусы на это реагируют, и Лукашенко начинает как бы переориентировать экономику и идти в русле России. Они начинают инвестировать деньги в ряд предприятий, там всякие радио, промышленность и прочее, которые им нужны для войны. И мы на это ведемся. То есть мы как бы быстренько под это и на этом зарабатываем.
это наш поход за деньгами, или потом, когда война закончится, это будет никому не нужно, и нам нужно опять будет конверсию и опять кастрюли делать на этих фабриках, или что? Куда, где мы, или мы плутаем где-то? В моем понимании нету какого-то долгосрочного осознанного выбора с той стороны. Мне когда-то, это еще год был 2010-2012, я с одним из чиновников, он такой близкий к топам был, мне очень запомнилась его фраза. Я у него спросил: слушай, у вас вот в головах, пускай нету письменной стратегии, но в головах какая у вас стратегия? Мой вопрос вызвал у него смех. Почему ты смеешься? Он говорит: мы не используем слово стратегия. Для нас стратегия — это план на 2-3 месяца. Мы живем тактикой мелких перебежек. И дальше он сказал очень важную сентенцию, но говорит: а в течение 20 лет это работает. То есть сама по себе стратегия, получается, просто стратегия ежеминутного выживания. Да, не более того. Ну, ты же, как никто, понимаешь, что в современном мире это просто катастрофическая стратегия. То есть это вообще ни о чем. И мы пожинаем плоды. То есть, например, вот 11-й год, 20-й год, это все плоды, это абсолютно закономерный результат. И вот ты спрашиваешь, какие могут быть последствия того, что мы сейчас на эту хромую кобылу российской экономики сели верхом. Ну, последствия могут быть самыми трагичными. Да, если можно с ними вместе где-то там заплутать в этих... Ну, то, что мы подвязали свое будущее на них, это само по себе трагично. Но вот то, что сейчас, я даже про краткосрочный тренд, то, что идет попытка зацепиться за всплывающий российский рынок, это может буквально через год-два обернуться очень существенными проблемами. У меня ощущение, что, знаешь, это может, мы же не знаем, что будет дальше, да, но вот это может и в какие-то месяцы все просто перевернуться, то есть это корыто, да. Это очень ненадежные штуки, но пока здесь логика, еще вот в совке был такой популярный термин — экономика нулевого цикла. Пока что-то строится, как бы все хорошо, инвестиции идут, люди работают, а будет ли результат от этой инвестиции? То есть мы заливаем фундамент, но мы потом не построим дом. И мы сфокусируемся на заливке фундамента. Мне рассказывал человек, который когда-то был в этой среде самого высокого чиновничества, и он присутствовал при презентации Прокоповича, когда Лукашенко его востребовал. И Прокопович рассказал Лукашенко о стратегии. Он сказал: надо строить дома. Вы же знаете, какие стоимость квадратного метра жилья? Лукашенко сказал: да. Вот мы будем продавать. А что такое? Это бетон, песок, там, цемент. Что там мы будем строить и продавать это жилье? А туда нужно будет холодильник, купят наш Минск. Потом будет нужен телевизор, купят наш Горизонт и так далее. И он рассказал Лукашенко стратегию, как все вот это говно будет продано белорусам. Да? И никто ничего этого не купил. Потому что никому, то есть кроме жилья, все остальное оказалось не нужно. Холодильники не те, телевизоры не те и так далее. И вот получается, что вот эти набор стратегий властей, он изначально был какой-то не такой, да, то есть не такой, как, допустим, в Польше той же. Здесь как-то было все стратегически выверено, да, и мы сейчас видим, когда приезжаешь, заселишься в гостиницу и такой: ого, то есть я в Америке таких гостиниц не вижу. То есть это прямо жирно, да, то есть, и ты понимаешь, что это вот начали накопленные деньги потихонечку работать и инвестироваться вот прямо в добробыт, да, прямо в жизнь, да. И на этом фоне вот это поразительные наши стекляшки, которые там понастроены, какой-то набор ни о чем, да, то есть, и вот как это механизм этот развернуть? Вот в этом... Даже оставим за кадром, что у нас сменилась власть, да? Но вот она сменилась. Как это происходило? До 20-го, ну и в 20-м у меня ответ был очень оптимистичный. Этот вопрос достаточно легко сейчас поясню как. Сейчас, к сожалению, гораздо пессимистичнее. Первая вот предпосылка, что накопленные отставания, они никуда не пропадают. Даже если у нас становится все хорошо, я к своей вот этому художественному образу про трассу, если мы отстали уже на значительную дистанцию, ее придется догонять. Если мы потеряли 15 лет, следующие 15 лет, даже если мы поедем быстрее, мы все равно будем нагонять упущенное. Это очень важно понимать. Потому что остальные тоже не стоят. Да. Это первая важная штука. До 2020 года почему были гораздо оптимистичнее ответы? Потому что была вот эта восходящая волна развития частного сектора. Вот я период 18-19 года называл столкновением двух миров, частного и государственного сектора.
частный сектор был готов к тому, чтобы дальше активно развиваться. Что ему требовалось? Ему требовались ресурсы, а я в данном случае веду речь вот об основных фондах, которые искусственно заливались в государственный сектор, и ему требовался доступ к людям, к человеческому капиталу, потому что они могли предложить больше зарплаты. Предприниматели всегда были враги, да, для власти. То есть, как-то, во всяком случае, не доверяем, да, мы им предатели. Сейчас вот этот рост, он обусловлен тем, что власти поняли, что без этого никак, то есть уже не выкрутится, или почему? Или все-таки это инициатива снизу, инициатива людей, которые решили сами попытаться строить свой добровольный. Рост благодаря частному сектору — это феномен до 2020 года, тот куца. То есть в целом экономика, еще раз, росла очень медленно, но все, благодаря чему она росла, это были вот эти инициативы снизу. Та же самая айтишка, которая 8 лет, она была, по сути, единственным устойчивым драйвером роста, это все то, что выстраивалось такой локомотив, снизу. да? Да, по большому счету, да, и другие бизнесы, не только IT, она перепиарена, на мой взгляд, и другие сегменты бизнеса у нас активно развивались. Региональные тоже, где и продовольствие, и там много чего, то есть как-то вот. Но вот мне, а что будет дальше? Сейчас ситуация обратная. То есть сейчас частный сектор, один из идеологов властных, он озвучил еще, по-моему, в 2021-м такую идею привязать частный сектор кандалами к государственному сектору. То есть, с одной стороны, они осознают, что без частного сектора экономика совсем зачахнет, но с другой стороны, это не должно порождать вольницу. И вот они эту стратегию последовательно реализуют. Короткий пример. Вот я от одного из бизнесменов услышал это пресловутый декрет о ценах. Он говорит, да, это, с одной стороны, желание срезать с нас жирок, но, говорит, более глобально это, по сути, постановка на растяжку любого бизнеса. Конечно. Выполнить на 100% это постановление невозможно, а в любой момент можно любого закрыть. Политэкономия социализма. Да. Поэтому... Я, когда учился в нархозе, я за один день понял, что такое политэкономия капитализма. То есть мне прям стало все сразу понятно. То есть деньги, товар, деньги, штрих. Да? То есть ничего не надо там. И когда мы дошли до политэкономии социализма, я и до сих пор не понял, как это работает. Вообще он работает? Что это за бред вообще? Куда оно все, что ходит? И вот у меня у Лукашенко такое же ощущение. Оно все, я понимаю, это к ним налипает что-то, да? Но как это все расходится, особенно когда это было вот еще там 30% частного бизнеса, а 70% государственного, да? То есть это вообще совершенно непонятно. То есть понятно, что это возможность присасываться и воровать. Но как это работало и почему оно росло еще каким-то образом? Последние годы растет просто за счет привязки России. Да. Вот то, что я называю сели на хромую кобылу. До скольки может процентов вырасти? Сейчас он, я понимаю, падать начал, да, процент частного бизнеса? Процент частного бизнеса, сейчас измерить сложно, всегда было сложно померить, сейчас же данные встречные, но он явно будет меньше 55, вот, который, скорее всего, пиком был в 2020 году. До скольки он может вырасти и до скольки он может упасть? Если бы экономика продолжила нормально развиваться, если бы вот то столкновение двух миров разрешилось нормальным образом, и частный бизнес стал бы постепенно замещать свое государство, я думаю, 70/30, да, это как вот восточноевропейская экономика плюс-минус нормальная. А вниз? Бесконечно. Вниз до бесконечности, да. Северная Корея, у нас же недавно провозглашено, что мы попробовали Европу, Европа нам не подошла, идем в Азию. Северная Корея подошла. Да, Северная Корея может подойти, там частный сектор отсутствует. 30-й год. Конечно, мы же не можем предсказать про политические процессы, потому что эти политические процессы сейчас обусловлены вообще не логикой, они обусловлены какими-то амбициями кого-то. То есть мы не знаем. Да? Я говорю даже не только про Лукашенко, я говорю про всех. Но куда мы можем прийти экономически к 30-му году в лучшем варианте и в худшем варианте? В самом лучшем варианте, условно, завтра меняется власть, но без этого, к сожалению, конечно, не представляю, чтобы понятно, что-то произошло. Беларусь объявляет о вступлении в Евросоюз, о намерении хотя бы таком, и начинает двигаться по этому треку. Это тоже крайне важная предпосылка. Да, это конечно, вот я описываю такой самый позитивный сценарий. В том числе инвестиционный климат. Да, это просто еще очень важная имиджевая штука. То есть вот когда я говорил, что придется нагонять, но важно, как нас воспринимают. Банальный пример, я не знаю, в Иране происходит смена власти, все равно Иран
стран после вот там 50 лет того, что у них происходило, ну, бизнес, другие люди с точки зрения, возможно ли вести с ними дело, они будут выжидать, смотреть. Сразу никто конечно. туда не побежит. Конечно. Точно такое же отношение, к сожалению, уже родилось в Беларуси. То есть все может поменяться с нашей точки зрения, но для людей извне это будет по-прежнему вызывать опасения. Поэтому вот это предпосылки, ну, к чему это может привести, я думаю, что можно, да, еще про санкции. Вот если быстрое снятие санкций, это тоже такая имиджевая важная штука, которая может подстегнуть рост. Вот все это в сумме, ну, рост первые 10 лет по 5-7%, я бы даже сказал, вот близко к 7%, это, по сути, дает возможность благосостоянию удвоить за 10 лет. То есть, если мы вот где-то на 7%, с учетом упущенного, это, конечно, такой график роста Китая последние 20 лет, единственный, кто такого масштаба рост демонстрировал, но с учетом того, что мы много упустили... Но уже не демонстрируют. Да, уже в Китае тоже все намного хуже и идет тоже по нисходящей. Но вот я думаю, это самое оптимистичное, что потенциально возможно. То есть мы в этом случае, вот по сравнению с соседними странами, главный для меня лично показатель, мы можем за 10 лет выйти на процентов по благосостоянию 65-70, нет, это, наверное, будет даже 70-75 диапазон от уровня Польши. То есть мы даже не покроем вот те потери, которые были за последние 10 лет, но мы, по крайней мере, начнем двигаться в верном направлении. А худший вариант развития? Худший вариант, ой, здесь очень много худших вариантов, но я бы сказал, такой базовый худший вариант стагнации, на которые, ну вот в таком экономическом комьюнити мы рассматриваем, вот, да, просто, ну вот возможно, как небольшие рывки, вот как я привел пример сейчас, вот что люди верят, что это надолго, но это не может быть надолго. Вот ощущение, что, знаешь, стагнация это хуже, чем падение, потому что, блин, она затягивает, привыкает. Это такое болото, которое кажется, ну вот-вот кочка, вот-вот твердая почва, сейчас все будет, сейчас все будет, и вот когда смотришь с высоты прожитых лет на последние 15 лет, экономика просто стояла в болоте, а я вот вспоминаю эти 10 лет и дискуссии каждый год. Ну вот следующий год мы рванем, ну вот у нас все готово. То есть вот базовый сценарий... Ты понимаешь, мы говорим ведь о чудовищных цифрах, 15 лет. Да. Что 15 лет в Варшаве, это другая страна. Это другой мир, абсолютно. Ну, кстати, затюканное такое определение развивающая страна, либо переходная страна в отношении к Польше и Чехии, это уже не используется. Они уже развитые страны. Ну, еще пару штрихов, может, вот к этому самому плохому сценарию. Вот у меня в голове всплыло лет 15 назад Сергей Чало такой образ придумал «Большая Молдова». Это то, чем он классно работал. То есть он работал как такая пугалка того, что с Белоруссией может быть, если она не будет развиваться. Этот образ реализовался, к сожалению. Да, то есть именно это произошло. Но что более важно, почему он не вспомнился? Сейчас-то мы поменялись местами. В Молдове пугают Белоруссию и говорят вот этот образ, то, что страшит, и зарплаты и в Молдове... то, о чем ты говоришь, в Молдове произошло. Они объявили курс на Евросоюз. И в Молдове, например, вот в конце прошлого года зарплаты, по сути, сравнялись с белорусскими. То есть, если 10 лет назад это был разрыв в 2 раза, сейчас это плюс-минус 1 уровень благосостояния. То есть, возвращаясь к тому, что может быть худшего через 10 лет, Беларусь будет уже вот совсем в явном виде такой черной овцой в Европе, позади Грузии, позади Молдовы, которых мы еще недавно считали, которые нам проигрывают. Где-то вот в таком клубе изгоев. Что еще важно для людей, то есть мы не вернемся в 90-е, вот 90-ми, наверное, пугать не стоит. То есть, вот зависание где-то... И голода не будет. И голода не будет. Не, ну, это надо очень постараться. Ну, вот Чавес, наверное, с Мадуро это единственные, кто смогли за последние 50 лет реализовать. То есть это разрушить экономику, но в Украине даже на фоне войны экономика упала на 28, по-моему, процентов в 2022 году. То есть вот как бы масштаб падения. Чтобы вернуться к 90-м, нам надо упасть где-то на 45-50%. Ну, думаю, это мало реалистично или надо... Нет, ну это на самом деле нелогично. То есть после этого уровня 90-х там вообще была беда. То есть, как бы это... Ну, мы вот опять-таки живем в современном мире, который постоянно движется вперед и развивается. Но очень важная штука, как мне кажется, для людей, многие социальные вещи, к которым привыкли, я вот сейчас про медицину и образование, вновь их качество станет удручающим. Вот медицина меня беспокоит больше всего. Медицина уже... Медицина — это такая штука, которая постепенно становится все более глобальной. На чем держится плюс-минус работающая медицина? Она проигрывает в качестве всем соседним странам, но еще выполняет свои функции сегодня на низких зарплатах врачей. То есть, да, но там еще и проблема в том, что там очень долгое получение образования. То есть смена очень сложная. То есть, когда подрастающие там врачи, это целое десятилетие.
То есть это очень сложно. И вот да, я именно к этому веду, что сейчас воспитать нового врача очень сложно, а экономические стимулы переезжать, они только возрастают, потому что разрыв в зарплатах врачей сегодня, в Беларуси это получается где-то, наверное, в районе плюс-минус 1000 евро, если мы даже сравниваем, это самые такие уже врачи-специалисты я беру, то есть высшей категории, если мы сравниваем даже с самыми бедными странами Европы, Болгария, Румыния, или возьмем повыше наших соседей Литва, Польша, это уровень, ближе к 3000 евро. Как-то уже, уже абсолютно разрыв такой, что стимулирует переезжать. Дальше это будет нарастать. То есть мы по уровню, вот по базовым показателям того же ВВП на душу населения можем выглядеть не так трагично, но человек, который не сможет получить медицинской помощи, то есть, грубо говоря, от чего в Польше лечат, у нас будут умирать. Вот это очень большое опасение. Что бы ты сказал белорусам, что им сейчас делать в нынешней ситуации? Вообще, какие есть рекомендации, как себя выратовать, да, там? Слушай, банально, у меня нету, к сожалению, у меня волшебных рецептов. Тоже я, коллеги, в один голос твердим, самое эффективное сегодня, что дает отдачу, инвестиция в человеческий капитал, то есть инвестиция в себя. Приобрети скиллы, которые востребованы не вот в экономике, которая идет куда-то в свое измерение, а которые востребованы в мире. И даже там в случае какого-то плохого развития событий ты будешь востребован в других странах. Вот то, что ты говорил в первоначальной части, белорусы очень квалифицированы. Я от многих бизнесовцев слышал, иностранных я имею в виду, что белорусы как работники очень ценятся. Но момент, что не всегда умеют себя продать и много стеснительности, вот это тоже такой стереотип. Потому что маркетинг нам не очень присущ, был всегда, скромность была присуща. Я бы сегодня думал больше не о том, вот мы начинали со сбережений, как спасти. Да, спасти свои сбережения, я понимаю, что насущные заботы, они всегда стратегически, скорее всего, перекроют. Но сегодня вопрос скорее стоит о том, вот как себя обеспечить свою конкурентоспособность, свое благосостояние на долгом промежутке. Как? Повторюсь, инвестируй в себя, будь конкурентоспособен, не дай... еще вот один момент, ты тоже сегодня затрагивал, там очень важный такой тейк. Теория неравенства, вот, которую многие экономисты изучают, она породила такой постулат. Неравенство очень сильно обуславливается тем, в какой стране ты родился. То есть вероятность того, что если ты родился в Африке, ты будешь бедным, она очень-очень высокая. И если по мировым меркам, если вот мы всех на когорты поделим. А если ты родился в Штатах и Люксембурге, вероятность того, что ты будешь бедным, она минимально. Вот это, то есть я веду к тому, создавай свой капитал человеческий, свои знания, умения, чтобы вот этот приговор, который порожден на страну, был минимально пагубен для тебя. Смотри, вот это же наработка скиллов, это в том числе переучивание, доучивание, получение каких-то новых там видов профессий, да, вот это ты об этом говоришь? Да, даже если мы говорим о профессиях, которые не полностью мобильны, то есть, например, врачу, чтобы практиковать, ему надо переехать. Но сегодня, что в том числе и режим делает, они пытаются выставлять барьеры, чтобы закрыть возможность... Да, это глупо, это никак не работает, никогда не работало. Но участвовать, пытаться в международных конференциях, даже онлайн, если невозможно физически, читать международные журналы и проходить международные программы, чтобы ты не отстал просто по уровню медицинских знаний с тем, что происходит в цивилизованном мире, это возможно. То есть я говорю про эти вещи. Уже другие культурные коды. Вот в этом кошмар, что мы жили вроде как в одной социалистической системе, да, то есть поляк мог понять белоруса, то есть по тем временам, да. Сейчас нет, не может он понять, он не понимает. Потому что я вот наблюдал в Польше, как люди, которые уезжали во времена военного положения в Америку, они возвращались обратно в Польшу с капиталом и строили маленькие отели, маленькие магазинчики, что-то вот какое-то, и это начинало вот так развиваться, и сейчас я смотрю, а из них, из многих развились люди, у которых уже огромные бизнесы. И это ведь вот это же обычный там электрик, да, то есть электрик, которого там сейчас огромная компания строительная. И ты думаешь, и это тебя не удивляет. А в Минске это удивляет, в Беларуси удивляет. Там я про провинцию вообще там сложно говорить. Это вот эти последствия стагнации. Она как болото, она расширяет и пожирает все вокруг. То есть какие поводы для оптимизма? Где его искать? Как его черпать? Как им подпитываться? Боюсь прозвучать пафосно, но честно, абсолютно искренне говорю, повод для оптимизма в людях. Меня очень вдохновило, это март или, наверное,
март или февраль этого года Рыгор Остапенин делал новое исследование, он обновил, то есть про состояние белорусского общества, ценности, предпочтения, экономические паттерны поведения. Он взял исследование 2009 года Виталий Селицкий, его еще делал про так называемый социальный контракт, и вот сравнил свежие 23 года. У меня было просто опасение, что вот эта атмосфера депрессухи, она то, что позволило случиться 2020 году, эти тренды развернет. Так вот, очень оптимистичный ответ — нет. Достижения 2020 года в ментальности общества живы. Люди по-прежнему ориентируются на себя, хотят отвечать за свое благосостояние, хотят отвечать за свой достаток и свое будущее. Они не хотят возлагать эти функции на государство. Ну, я не говорю, что все подавляющие, да, есть часть у нас людей, естественно, достаточно большая группа, которые по-прежнему мыслят патерналистски, но вот то, что позволило случиться 2020 году, это группа, которая повела за собой общество в 2020 году, она по-прежнему доминирует. Да. Ты знаешь, вот сейчас в этом обсуждении вспомнил, там буквально за где-то месяцев пару до того, как Виталий Селицкий умер, мы тогда с ним говорили, он гениальную идею подал, говорит, что, ну, вот от его имени делюсь, он говорит, что мне напоминает все больше и больше состояние в Беларуси, Испанию конца закатов, вот перед закатом Франко. Общество переросло свою власть, а власть не может этого принять и сдерживает потенциал. Как только этот барьер снимается, оно вспыхивает. Абсолютно. Но вот, к сожалению, вынужден разбавить пессимизмом на другую чашу весов. Зависимость от России, которая последние 4 года ну, просто вот тотально взмыла вверх, она вот этот потенциал давит. И вот что передавит на этой чаше весов? Общество, которое хочет развиваться, которое имеет инструменты для этого, которое знает, чего оно хочет, либо Россия, которая хочет все подавить и направить в другое русло. Но вот это тут главная дилемма. Получается, что многое зависит от исхода этой войны, от того, что будет происходить в России, потому что я пока для них хороших новостей-то не вижу, то есть, честно говоря, потому что я не очень себе представляю, может быть, у тебя другое представление о России сейчас, но по мне так это что-то такое очень напряженное пространство, которое может взорваться каким-то образом. Допускаю. Я не специалист по внутренней ситуации в России, но вот мое понимание ситуации, она уже, наверное, года 2 как перешла в фазу войны на истощение. И война на истощение, она может заканчиваться, ну, как Первая мировая, очень неожиданно и в любую сторону. Поэтому очень бы хотел вот на исход, о котором ты говоришь, но вот если так более пристально смотреть, у меня понимания нету. То есть я, да, топлю, что называется, за этот, но объективно ситуация, она подвешена. И самое мое большое опасение, что она может быть подвешена еще 10, 20, 30 лет. А какой ты получил последний скилл полезный в жизни? Ну, последние 1,5 года я, наверное, 90% времени посвятил созданию, мы Бюроком создали школу экономики и бизнеса, BICEP. И вот, да, это как филиал ЕГУ. И с 1 октября запускаем бакалаврскую программу. Это, по сути, наш ответ на то, как спасти себя. То есть мы у себя и пишем, мы спасаем человеческий капитал. Мы даем возможность белорусам реализовать себя. Вот это наша миссия. Ну вот я бы сказал, мой скилл, чему я научился, как найти пути, выстроить мостики, как спасать белорусский человеческий капитал, пускай маленькой узкой части. 3 вещи, которым нужно научиться белорусам сейчас в это время. То, что я уже упоминал, вот я повторюсь, это не мое представление, от многих бизнесменов слышал, что они, когда проводят собеседование, говорят, что вот если бы я не знал, что это белорус, я бы этого человека никогда не взял, потому что он себя плохо представляет. Но потом я беру на работу несколько из проходящих собеседований, результаты абсолютно отличные от того, что можно было бы ожидать, исходя из собеседования. Белорусы плохо себя представляют, продают в кавычках, и они, ну, достаточно скромны. В нашей индустрии, я когда со студентами работаю, я им говорю фразу «в искусстве скромность – путь к безвестности». Да. Второй... Очень банальные языки и возможность общаться в современном мире. Это вот, как я вижу по последним годам, банальный, но очень важный. Но очень важный, да. Третий... Физическое здоровье. Ну, физическое, да, физическое здоровье это во все времена хорошо. Ну, какой-то позитивный опыт, чтобы не заразиться депрессией. Вот создать даже в этих условиях наличие любого позитивного опыта, мне кажется, это очень важная штука сегодня. Спасибо. Каждый белорус должен понимать, что возраст это всего лишь цифра. Нужно понимать, что нужно получать огромное количество новых скиллов, которые вам позволят, пусть на моменте и в сложной ситуации, но менять свою жизнь.
И вот этот вопрос меня долго мучил. И недавно я прочитал в одной из британских газет, где одна женщина, ей, по-моему, сейчас 80, и она сказала, у меня жизнь началась в 60. Я в 60 начала заниматься тем, чем я заниматься хотела. Почему я это говорю? Ведь контекст сегодняшней программы не совсем об этом. Но он об этом. О том, что мы должны чему-то учиться, чтобы поменять свою жизнь. Потому что менять ее все равно придется. И я не хочу, чтобы мы меняли ее по худшему сценарию, о котором рассказал Дмитрий. Я хочу, чтобы мы все-таки шли по лучшему сценарию. Тогда у нас есть какой-то шанс прийти к добробыту. Чтобы вырваться из ловушки бедности, нужно развиваться. Других вариантов нет, потому что наше развитие – это наш путь к нашему совершенствованию и к построению той жизни, которую хотим мы, а не которую кто-то хочет для нас.